Зарождаться земля начинала тогда, медь начинала твердеть тогда. Русла в горах пробивали ручьи, звезды небес загорались в ночи. Деревья корнями за землю брались, верхушки свои устремляя ввысь. Но выше всех гор в этом месте был могучий красавец Керим-Тасхыл. От подножья Тасхыла, покинув юг, мчался на север хан Харасух. Хан Харасух, звонкий ручей, приютил ты немало хороших людей, напоил ты немало степных табунов. Хан Харасух, сын земных пластов, разгульная сила в твоих волнах, счастливая жизнь на твоих берегах. Много народа живет в тех краях, много пасется скота на лугах, славные песни в улусах поют, много в улусах хороших юрт. Только одна красивее всех, песни здесь звонче и радостней смех. В ней богатырь Албыган живет, человек, которого любит народ. Перед юртою высится столб золотой, а рядом стоит скакун удалой, белобуланный красавец степной, конь Албыгана с гривой густой. С удивлением люди на лошадь глядят, могучий, красив, гордый, ой, ад. А рядом стоит скакун удалой, он, кажется, создан для битвы лихой, он крепче в ногах и шире в груди, он словно буран, что гуляет в степях. Харрехулатом зовут коня. Хозяина ждет он уздою звеня, как будто бы хочет сказать: «Хулатай, скорее меня напои, оседлай, ты сын Албыгана и сам богатырь. Зовет нас с тобою степная ширь, скалистая высь, туманная даль, скорее, мой друг, на меня садись». Но молод еще богатырь Хулатай, боится покинуть отцовский край. Он вместе с сестрицею Чарых Кёк часто с тоскою глядит на восток, туда, где зорницы горят, куда беспокойные ветры летят. Хулатай однажды к отцу пришел и смелым голосом речь повел.